В муниципалитетах Коми необходимо создать многофункциональные пространства, где молодые люди могли бы не только отдохнуть, но и реализовать себя. Сегодня же в Коми действуют только 3 центра, которые работают с молодежью. Об этом заявила министр образования региона Наталья Якимова на круглом столе в Госсовете Республики, где депутаты и представители ведомств обсудили проблемы молодежи и пути их решения. Здесь поднимали не только вопросы досуга, но и трудоустройства, проблемы с жильем, отток молодежи из села в город и в другие регионы. Какие темы еще волнуют молодежь Коми, расскажет Елена Кононова. Первое слово представителю молодежи. Он, как никто другой, лучше знает, чем и как живут его сверстники, и что бы хотели изменить. Председатель молодежного парламента Коми Александр Корзун озвучивает целый ряд вопросов. Это и отсутствие интернета в отдаленных уголках региона, и недоступность бесплатного спорта, недостаточная организация досуга. Список немалый, один из самых острых – трудоустройства. Рабочих мест не хватает. Многих волнует и карьерный рост. Дальше вопрос карьеры, кадровых лифтов. У нас есть кадровый резерв, о котором сегодня тоже будем говорить. Как он работает? Вот из последних, наверное, назначений кадрового резерва мы видим, наверное, назначение министра труда и социальной защиты. Но кадровый резерв – это не один человек, это десятки, а то и сотни людей. Поэтому мы полагаем, что эти назначения и работа с кадровым резервом должны быть более публичными, открытыми, чтобы настроение или, условно говоря, понимание, что возможность есть у каждого, они действительно были у многих. В сельских районах же обеспокоены оттоком молодежи. После окончания вузов и СУЗов молодые специалисты не спешат возвращаться на малую родину. Поэтому в отдельных муниципалитетах реализуется целая стратегия, как сделать жизнь для них комфортней. Развивают инфраструктуру, помогают создавать свое дело, но и активно вовлекают в культурные и спортивные праздники. Я сама живу в Кибаньоле и работаю в Искуломе. Могу сказать, что сегодня вижу, как в районе растут новые дома. И строятся именно молодые семьи, а значит, они остаются в селах. И у них растет не один ребенок, а 3, даже 4. Впрочем, сегодня в Коми недостаточно учреждений, которые бы вплотную работали именно с молодежью. В регионе таковых всего 3. Поэтому сегодня необходимо создавать в муниципалитетах республики многофункциональное пространство, где молодые люди могли бы найти занятия по интересам. Яркий пример – в Усинске. Сколько бы я там ни была, там всегда много людей, молодых людей. Причем их не организуют, давайте пойдем туда, вот в кружок встанем. Нет. Но они знают, что они могут туда прийти. Они могут там, с одной стороны, пообщаться, с другой стороны, реализовать себя в каких-то направлениях, а с третьей стороны, просто провести время, если им необходимо побыть одному где-то вот в данном случае на территории центра. И еще одна проблема, которую решить несложно, уверена министр образования. У нас хорошо налажен механизм грантовой поддержки молодежи, но для социально ориентированных некоммерческих организаций и слабо развита помощь для физических лиц. Впрочем, все наказы и предложения по итогам круглого стола будут рассматриваться уже отдельно по всем ведомствам. Елена Кононова, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.